Хочу использовать этот шанс, поблагодарить фонд Фридриха Эберта за поддержку с этим проектом, который важен не только для меня лично, как исследователя, но, мне кажется, для страны тоже он представляет интерес. Поэтому спасибо. К идее написания этой книги я пришла очень давно, больше 15 лет назад. Я занимаюсь ядерными вопросами уже давно. И вот где-то лет 15 назад я точно осознала, что хочу записать ядерную историю Казахстана, потому что она очень важна для нас, как для нашего прошлого, которое мы сами до сих пор не совсем хорошо понимаем, знаем, так и для нашего настоящего и будущего. Но вот единственное, что было интересно в этом процессе, если вначале я собиралась писать только про саму политику, про избавление Казахстана от ядерного оружия, советского ядерного оружия, в течение этого процесса я поняла, что для меня также важны, а может быть даже более важны истории простого народа, истории из региона Семипалатинского. И поэтому я добавила очень большую часть по ядерным испытаниям, потому как люди до сих пор испытывают влияние тех советских ядерных испытаний. Моя основная мотивация для написания этой книги заключалась в том, что мне хотелось, чтобы мы как можно больше восполнили этот пробел в нашем собственном понимании нашей истории. И это меня очень сильно сподвигало, мотивировало. И особенно, когда я начала ездить в регион, я получала оттуда много дополнительной мотивации продолжать заниматься этой темой. Что для меня важно в этой книге – рассказать истории людей, донести эти истории до широкой публики. И вот в плане политической или дипломатической миссии это тоже записать историю того, как правительство Казахстана принимало решение избавиться от советского ядерного оружия. Я считаю, что избавиться от советского ядерного оружия – это был единственный и верный шаг. Мы были в очень непростой ситуации. Мне кажется, вот сейчас уже молодое поколение, может быть, забывает или из-за того, что не все прожили через этот период. Важно помнить, что тогда не только ядерная проблема, дилемма для нас стояла, но мы были совершенно молодой республикой, у нас все было в кризисе, и экономика, и социально-политические условия. И ядерная дилемма была одной из многих проблем, с которой молодое правительство тоже должно было столкнулось и должно было как-то решать. И ситуация была непростая, потому что мы находимся в очень сложном регионе, мы соседствуем с ядерными государствами, мы соседствуем с регионами, которые не очень спокойные. Я сейчас имею в виду Южную Азию, например. Но те люди, которые принимали решения, они очень четко понимали, что все, что нам нужно для строительства нового государства и для сохранения нашего суверенитета, для всего этого, для получения прямых иностранных инвестиций, для получения новых технологий, для выхода на международные какие-то институты, для всего этого ядерное оружие, оно было бы тормозом, препятствием, с нами бы считались и относились бы к нам совершенно по-другому, если бы мы вдруг начали насильно пытаться что-то оставить из советского ядерного наследия или пытаться создать свою программу из того, что у нас было, материал, инфраструктура и так далее. Поэтому, мне кажется, очень важно нам самим понимать, что это было непростое, но единственно верное решение. Мне кажется, вот история с ядерными испытаниями настолько же трагична, как история Орала, и для того, чтобы пережить трагедию и как-то ее проработать, для этого необходимо сделать какой-то интроспективный анализ, да, через себя пропустить нам эту проблему как обществу. И мне, допустим, очень грустно и меня расстраивает то, что, мне кажется, наше общество сейчас немножко так, что это где-то, да, там далеко, меня напрямую, может быть, не касается. И отчасти это может быть потому, что у людей есть более
какие-то заботы, да, каждодневные, и нету, может быть, времени или пространства в голове думать о чем-то таком. Но я считаю, мы как общество, во-первых, не можем отвернуться от того, что до сих пор происходит в регионе, и мы не можем нормально закрыть, пройти через эту страницу истории, если мы не будем знать ее подробности, если мы через себя это не пропустим. Я вот очень часто езжу в регион, в сельскую местность возле бывшего ядерного полигона, и я вижу своими глазами, что это не прошлое, которое где-то там закончилось, закрыли полигон, все нормально, всем до свидания, все молодцы. На самом деле 4-е поколение уже продолжает испытывать влияние на здоровье. Это не то, что там территория загрязнена или что-то, это просто идет уже межпоколенческое влияние через здоровье людей. И эти люди до сих пор живут этим. И мне кажется, мы как общество, да, мы не можем отгородиться от кого-то, кому сейчас сложнее. И это вот именно тот пример, где мы должны чувствовать, что мы единая страна, единая нация, и что то, что происходит там, и те люди, которые до сих пор проживают через этот опыт, что мы должны уважать этот опыт, и мы должны его знать, понимать и вносить свой вклад, чтобы он не был забыт, чтобы он не был впустую, и чтобы была помощь этим людям. Те, кто считает, что нужно модернизировать ядерные арсеналы, они как будто бы существуют в каком-то своем вакууме альтернативной реальности. Вот мне по роду своей работы я очень часто нахожусь на каких-то встречах, где я вижу этих людей. Да, они там заседают в Нью-Йорке, в Женеве, в Вене, в Вашингтоне. Они с очень умным видом и отстраненно разговаривают о ядерном оружии. И вот иногда у меня очень сильное желание всех вот прям чуть ли не за шкирку привести, чтобы они посмотрели, что ядерное оружие – это не что-то абстрактное. И все эти программы вооружения, они не только забирают там деньги из бюджета, которые могут пойти на образование или здравоохранение, но все существующие программы нанесли урон человечеству и продолжают наносить. И поэтому, да, отчасти мне хочется показать, что это не абстрактное, за этим стоят многие человеческие судьбы. И сейчас я говорю не только о нашем населении, местном населении, но и о всех тех ученых и военных. Для меня это просто такая глупая трата ресурсов, человеческих возможностей и талантов, сливать это все в эти программы. Я, конечно, не могу сказать, что вот моя книга там кого-то, может быть, убедит, но это, может быть, моя маленькая капля в этом море. И да, и я надеюсь, что именно через истории людей и через историю нашей страны я могу показать, что, во-первых, ядерные программы не абстрактны, а во-вторых, вот второй такой месседж, мне кажется, который Казахстан несет как страна, это то, что без ядерного оружия можно выйти на какой-то определенный уровень, да, и чувствовать себя более-менее защищенно и быть на равных в международном сообществе, что, да, не зацикливаться на ядерном оружии, а наоборот, что отдав его, отказавшись, можно быть довольно такой благополучной страной.